Ребята, всем привет! Намасте! Я живу на Суматре 10 месяцев, и недавно мне посчастливилось найти святое дерево Рудракшу. Вот его плоды, уже очищенные и обработанные. Как оказалось, это очень редкое дерево именно на Суматре. 95% местных жителей вообще не знают, что это такое. На индонезийском языке это называется Джанитри Буа. Переводится как Рудракша фрукт. Джанитри фрукт. Оно очень популярное на центральной Яве, но здесь никто про это не знает. Я его нашел в деревне Котанапан, это северная Суматра. И сегодня я хочу рассказать, как его почистить. Когда плоды опадают с дерева, они становятся мягкими. Они голубого цвета, вот это уже подпорченная, кожура подпорченная. Внутри они абсолютно хорошие. Они голубого цвета, кожура становится мягкая и легко очищается. Затем легко кожура очищается. Если кожура очищается плохо, можно выдержать в воде. Вот так выглядит на очищенной кожуре. Вот, очищаем кожуру, затем надо взять большую щетку с хорошей жесткой щетиной и защитить свои руки какой-то жесткой тряпкой. Я взял джинсы, вот они уже так вот истерлись после обработки 500 рудракш. Взять джинсы и чистить щеткой абсолютно со всех сторон. Затем, после чистки щеткой, нужно взять иголку и почистить волокна между перепонками, между мукхи. У рудракши от 1 до 29 мукхи. Это вот такие вот полосочки здесь. Вот. И между всех полосок есть волокна. И по-хорошему их нужно вычищать. Это занимает очень много времени и достаточно кропотливая работа. Для очистки одной рудракши у меня ушло примерно около 5 минут. А в общем у меня около 500 рудракш. Я потратил на это около 17 дней, чтобы почистить все рудракши. После чистки иголкой мы снова должны почистить щеткой и смачиваем щетку в воде, чтобы лучше все прочищалось. Когда уже почистили от мягкого плода, от мягкой кожуры, рудракшу нужно просушить. Но сушить на солнце категорически запрещается, потому что она может потрескаться. Лучше сушить ее в комнате, но без солнечных лучей. В теплой комнате, но без солнечных лучей. Либо на солнце, но только утром и вечером. Потому что у меня некоторые фрукты при дневной жаре чуть-чуть потрескались. Но это не проблематично. Как сделать браслет, подарок, это нормально. Они еще 100 лет прослужат. Вот. После чистки, сушки, сушка занимает около 2-3 дней. Вот чуть-чуть потрескались, только по краям. Внутри абсолютно целое. После чистки и сушки рудракши нужно выдержать в масле. У меня для этого есть конопляное масло. И я думаю, что это будет идеальный вариант. Вот такой цвет у него, оливковый цвет. Такой зеленовато-коричневый, приятный такой оливковый цвет. И аромат тоже приятный. Конопляное масло. Вот. И я планирую выдержать свои рудракши в этом масле, окунуть их и подержать около 7 дней, примерно около 7 дней. Посмотрю, как будет изменяться цвет,
через 3-5 дней посмотрю, какой будет цвет. В зависимости от цвета я буду держать определенное количество дней. В масле можно выдерживать даже и до 40 дней и более. Если мы хотим получить более темную рудракшу, мы выдерживаем около 40 дней. И вот так вот выглядят неочищенные рудракши Geni 3 от волокон, неочищенные от волокон. В интернете продается очень много вот таких вот рудракш, которые не очищены, они стоят очень дешево, но их чистить очень проблематично. Их нужно выдерживать в воде. В воде их можно держать хоть неделю, хоть 2, с ними ничего не будет. Главное потом на солнце их не держать, не сушить на солнце. И затем щеткой чистим. Цвет у них разный, это оригинальный цвет. Это самые яркие, светло-желтые. И также есть темно-коричневые. Вот этот, например. Но в любом случае их нужно выдерживать в масле, чтобы защитить от воздействия воды, создать защиту для косточки рудракши. Вот. В следующем видео я расскажу, как собирать браслеты, и покажу, что же будет через 7 дней после выдержки в конопляном масле. Очень интересно посмотреть. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего дня.